Ассалам алейкум, добрый вечер. Так, я надеюсь, все нормально со связью. Так, напишите, если вы меня видите и слышите. Не видно меня, да? А, видно. Все. Так, отлично. Сегодня пораньше я проведу стрим. Так, обновление обстановки. Да, по-моему, вот обновление. Я опять на выезде. Всех приветствую, всем салам алейкум. Распространите линк нашего эфира всем своим знакомым, кто будет смотреть. И приступим с Божьей помощью. Так, сегодня я буду отвечать на все ваши вопросы, какими бы каверзными они не были. Так, отель Риц, Нью-Йорк, Асамашуоль, Эдес Ламашуоль, Машуоль, Маш, отель Риц. Хороший, кстати говоря, отель Риц. Не знаю, как в Нью-Йорке, вообще хороший. Так. Так, пока вы тут собираетесь, я бы хотел бы зачитать одну новость, которая поступила через помойку «Эхо Москвы». Сегодня, 27 июля 2020 года, в Химках уничтожен приверженность террористов, планировавших массовый расстрел в Москве. Я вот тут заметил уже какая-то новая формулировка «приверженность террористов». ФСБ нейтрализовала в подмосковных Химках приверженцев террористов, готовящихся массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественной связи ЦОС ФСБ. Понятно. ФСБ сообщает, убили опять человека. И вот я потом скажу, почему я так считаю, что это убийство инсценировка, никакого террориста там не было. Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД России и Следственным комитетом пресечает деятельность члена террористической организации, планировавшей совершение террористического акта в одном из мест массового скопления людей в Москве, сообщает ЦОС. Подозреваемого гражданина одной из центральных стран Азии, арендовавшего квартиру в Москве, обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. При попытке задержания и проверки он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате этого действия преступник был нейтрализован, получил ранения, несовместимые с жизнью, сообщили в ЦОС. При осмотре мест происшествия обнаружены автомат АК-74, 3 снаряженных магазина, 2 гранаты F1 и 1 граната РГД. Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице арендованной квартире. Также под Москвой задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию для участия в запрещенной России международной туристической организации. Я так понимаю, и есть единственное объяснение, что этих террористов ФСБ сама делает и сама же потом уничтожает. Да, я просто не хотел кричать на весь двор, но постараюсь.
Это обычная практика. Сейчас, видите, сразу обращает внимание тот факт, что они говорят, он пытался, намеревался начать расстрел людей, скопление, скопление людей в людном месте, устроить террористический акт. Это делается для того, чтобы сейчас в Москве можно было на законных основаниях запретить массовые акции. То, что сейчас происходит происходит в Хабаровске. Именно поэтому, мне кажется, убит вот этот человек. Нет сомнения, что человек невиновен в том, по крайней мере, в чем его обвиняют. Так, давайте. Звук слабый, да? Ну, я просто кричать не хочу, друзья. Я просто сижу на балконе и не хочу кричать. Так, звук плохой, звук слабый. Владимир, вас не смутит вопрос о вашей национальности, говорит. Так, Айдер Кириллисим, салам алейкум, алейкум салам, Айдер. Так. Ассаламу алейкум, Аслан Киримов. Витание из Украины, Василий Антонюк, витание. Алейкум салам всем. Да. Плохо слышно из-за дождя, говорит. Он не совершил действий, а его убили. Абсолютно верно, Юрий Пасенкульта, его убили. Я в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Март. Я украинский еврей, говорит Владимир Владимирович. Приветствую, Владимир. Хасан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так. На моем канале я только что выложил видео, которое только что снял, смонтировал, про обращение двух карачаевцев, один из которых был позже убит. Это Батчаев Тимур был убит, Крим Шамхалов Юсуф сейчас отбывает пожизненное заключение. Эти два человека сделали обращение до того, как они были задержаны. Они сделали обращение по поводу своего участия в этих террористических актах 1999 года, когда ФСБшниками были убиты свои же граждане для запугивания русских, для отвлечения их внимания и захвата власти Российской так называемой Федерации. Кстати, после моего стрима вы можете его посмотреть. Но позже они были убиты, как я сказал. Клим Шамхалов был пленен. Вместе с Батчаевым Тимуром были убиты еще 3 человека. Они сдались. Когда их грузинские спецслужбы пытались пленить, арестовать. Легли на пол и были убиты. После этого их тела были доставлены в морг. Патологоанатомическая экспертиза, патологоанатом местный изъял все органы, в том числе мозг. Была произведена трепанация черепа, то есть это говорит о том, что мозг изымался для того, чтобы не было следов пуль, да, я так это понимаю, для того, чтобы нельзя было установить, от чего он погиб. Так что есть все основания полагать, что грузинские спецслужбы помогали русским спецслужбам. Это одно КГБ, оно просто оказалось в разных странах, когда Советский Союз распался. Они друг другу помогают, как вы заметили, в Казахстане, во многих странах, в той же Грузии, Шеварднадзе долгое время правил, азиатских вот этих республиках, Таджикистан, Узбекистан, правят те же старые кадры КГБ. Ничего не меняется. Власть, как в 1917 году, захватили НКВДшники и КГБшники. Точнее, они позже уже сформировались уже в такую
властную вертикаль, и с тех пор они ее не при Сталине, скажем так, они сформировались, но массовые репрессии и террор они устраивали еще при Ленине. Да? Мы все помним труды Ленина, где он призывал как можно больше устраивать террор. Террор, террор и еще раз террор, говорил Ленин. Нам потом это рассказывали, что Ленин рассказывал учиться, учиться, еще раз учиться. На самом деле Ленин не хотел, чтобы все учились. Он хотел, чтобы все были придурками, чтобы ими было легко управлять. Вот такая вот история. Я там подробно зачитываю все обращение, вот в этом своем видео зачитываю. Посмотрите его, пожалуйста. Зачитываю обращение вот этих двух молодых людей. И потом еще рассказываю о их судьбе. Прошу уделить это внимание. Это очень болезненный для террористов из ФСБ вопрос, тема болезненная, очень болезненная. Все, кто связывается с этой темой, погибают. Но, как говорится, семи смертей не бывать, одной не миновать. Мы будем делать, только пускай они дадут нам узнать, где им больше всего не нравится, мы это будем делать, чего бы нам это ни стоило. И я вас прошу также помогать мне в этом. Я занимаюсь не своим личным делом, я занимаюсь нашим делом. Поэтому я прошу вас как можно больше привлекать, соблюдая меры предосторожности, анонимно, как угодно. Но ни на одну минуту не прекращать вот эту информационную деятельность для того, чтобы максимально привлечь внимание к проблеме взрывов домов, убийства наших президентов, геноцид нашего народа. Ну и остальные все вещи, которые мы тут обсуждаем и говорим. Спасибо заранее. Так, давайте я почитаю ваши вопросы. Так. Аслан, где можно знать точную цифру убитых оккупантами мимо жителей Ичкерии за две кампании? Цифры разнятся, непонятно каким доверять. Лона Воль. Во-первых, брат, я попросил бы тебя не говорить кампании за две кампании. Это полноценные две русско-чеченские войны и переходящие в геноцид чеченского народа. Во-вторых, цифры 300 тысяч озвучивались представителями нашей власти, официальные нашей власти об этом цифрах говорят. Да, цифры разнятся от 250 до 300 тысяч, говорятся эти цифры. 42 тысячи детей, в принципе, в этом расхождения практически нет. На моем канале также неоднократно об этом заявляли российские чиновники. На моем канале я специально вырезал и поместил заявление Кадырова Рамзана, который чиновник, возглавляющий именно этот субъект, который русские оккупировали и незаконно присоединили к своей фашистской стране. Рамзан Кадыров говорит как раз именно о цифре 300 тысяч. Я специально выложил. Это официальное лицо, так что это, считайте, Россия об этом тоже заявляет. Это единственное хорошее, что было Рамзана Кадырова, которое он тогда озвучил. Так, Хасан Умаров, ассаламу алейкум. Всем здоровья, булы с Украины. Говорит, слава. Здоровенькі були. Дякую, вітаю, Слава. Так, Адам Грузинская самолка, Асан, Авиджари, алейкум салам, Адам. Так. Машуоль, Аслан, говорит, never ever, слишком тихо, плохо слышно. Я просто не хотел бы очень громко кричать, потому что я очень часто произношу слово ФСБ и их деятельность террористическая, и как бы не хочу пугать всех. Вы привыкли, что я громко говорю. Постарайтесь прислушаться. Так. Так. Лон Вольф, Ленин и всякие Дзержинские, те еще меньше. Да. Хотел Риц.
еще в 99 году все чеченцы в Чечне говорили, что Путин незаконнорожден. А вот недавно я узнал из одного источника, что Путин родился так. Мама Путина жила в Грузии. Видимо, у него грузином, из-за этого у него отчим был грузином. Об этом расследовал один итальянский журналист, и он был убит в Грузии в 2000 году. Он расследовал, есть об этом материал в Ютубе, в интернете, можете посмотреть. Его мама жила, есть интервью этой мамы, по-моему, она уже умерла. Родила она страшное чудовище. Она родила его от русского, уехала в Грузию и жила, была замужем за грузина. Так что вот так вот. Так, Асланбей, машалlah, Салам алейкум всем, ассамуду, алейкум салам, все супер. Отель Риц, Асан, ты в Швейцарии находишься? Не совсем. Нет, я не в Швейцарии, но не в Германии. Кремлы, Якуб, салам из Симферополя. Алейкум салам. Якуб, как найти? Салам алейкум. Алейкум салам. Как найти Мую Амукшел? Как ты? Как вы там боретесь с болезнью? То, что ты пишешь, это уже хорошо. Да, маршал Дуэль. Что со звуком? Почему так тихо? Да вроде не тихо. Рамазан Ильясович говорит, Симферополь, салям, говорит Айдар Кремлы. Так, салям. Так. Аслан Хабаровск прильнет обратно к Путину, если вернуть Фургала. Как это было с Ивановым Голуновым. С Ивановым последний послал. И последний с Иваном Голуновым. И последний послал всех, сказав, что он вне политики. Да. Так, мы в эфире снова. Так, мы говорили про Хабаровск. Хабаровск является таким индикатором. Мы видим, что люди выходят, и, как ты верно заметил, или территория Марта, они не собираются предпринимать каких-либо действий. Да, конечно, этот пример может быть заразительным, это опасно, наверное, для Москвы. Но еще жестких мер не применялось. Для того, чтобы этот режим начался уничтожаться, сперва должна быть пролита кровь. Они власть просто так не отпустят, но должна быть пролита большая кровь. Тогда, может быть, на Западе скажут, там. К большому сожалению, чеченская кровь для некоторых лицемерных политиков Запада не является достаточным основанием, чтобы перестать общаться. Поэтому мы получили коронавирус, мы получили угрозы испепелить ядерными бомбами, вмешательство в выборы в Европе, в Соединенных Штатах, везде, как мы видим. Поэтому, конечно же, вся причина даже не только политика, вся причина в нашей пассивности, вся вина того, что происходит, в нашей пассивности. Если мы хотим добиваться своих прав, то мы должны постоянно требовать этого. Сами с собой наши права защищать никто не будет. Защищаться они не будут. Как найти Асан Баркал, пока стабильно, главное не хуже, терпимо, Деврей Схоль. Эмин дал Ули Вельдал Машалвер. Территория Марс с Фулгаром разговаривает ФСБ о том, как он должен поступить в дальнейшем. Асланбек, ассаламу алейкум, Аслан. Не уверен, что мне слегка кажется, Хабаровск это очередной выпуск пара, тем более сейчас сложный послебункерный период восстановления у крысы. Алейкум салам, Асланбек. Возможно, это да, но возможно, тут не поймешь. Это как они смотрят,
как действуют люди, да, поддерживают ли в других регионах хабаровчан. Конечно, никто их поддерживать как такое не будет. Я не знаю, что должно случиться. Дома их взрывают, на войны, незаконные бандитские войны их посылают. Я не знаю, что с ними должно случиться. Наша задача, да, чтобы мир перестал воспринимать Россию как нормальное цивилизованное государство. Мы должны доносить. И если мы донесем, мы сможем это донести, то в таком случае есть вероятность, что внутри страны, как при распаде Советского Союза, произойдут большие глобальные изменения. Кстати, я бы хотел попросить своих подписчиков, своих друзей, я это сделаю сам, но вдруг не получится у меня это сделать, пожалуйста, вот у меня есть в плейлисте отдельно вот 11, вот это сейчас, которое я выложил, 12 видео, про взрывы домов 99-го года, когда ФСБ убивала русских. Пожалуйста, можно, конечно, делать титры, но лучше бы это голосом озвучить. Для этого нужен профессиональный переводчик, профессиональной студии, чтобы все вот эти факты, которые мы там обсуждаем, перевели на английский, немецкий, французский. Минимум вот на эти 3 языка. И в случае, если я не успею это сделать, обязательно вы это должны сделать. Это очень-очень важно. Так, слава. Друзья, поймите, совок развалился сами КГБшники для того, чтобы отстранить от власти Горбачева. Да, слава, не только отстранить Горбачева, а для того, чтобы просто попробовать выжить. Они уже тогда загибались, они не могли просто выжить. Рыночная экономика, просто западная экономика, она просто уничтожила Советский Союз. Вот в этом вся была вина, и им нужно было выжить. И они очень хитро поступили. Они сказали, помните, Ельцин приехал в Сенат США, поднял руки, сказал: «Боже, храни Америку». И после этого тот же Жириновский об этом говорил, все КГБшники об этом говорили. Отдали много месторождений Англии, Соединенным Штатам, много чего получили на Западе от развала Советского Союза, и они думали, что они стали нормальной цивилизованной страной. Это далеко не так. КГБшники никуда не уходили, они очень сильно испугались, что русские с них спросят, но русские не спросили, Ельцин не дал этого сделать как лидер вот этого движения оппозиционного, как не даст сделать Навальный. Задача Навального именно вот так поступить, чтобы ни КГБ не тронуть. Самое главное это КГБ. Вот надо, чтобы с КГБ ничего не случилось вот для них. Это очень важно. Поэтому надо зрить корень и называть врага. Да? Я в Фейсбуке общался, еще когда только сюда приехал, как бы определил для себя врага. Это имперство в России и, конечно же, КГБ, ФСБ. И такие серьезные парни, которые пишут такие грозные комментарии в Фейсбуке. Когда я писал, что когда там все время речь шла там Кадыров плохой, Кадыров сякой. Ну, я это тоже как бы поддерживал, все, Кадыров на самом деле плохой. И потом как-то я пришел к мысли и говорю, ну, да, ребят, вижу, что все время мы говорим про Кадырова. Давайте будем обозначать, что когда мы говорим Кадыров, обязательно мы говорим, что это русский чиновник, что это Россия, что за ним стоит ФСБ, Кремль. Обязательно, когда произносится Кадыров. Потому что для Кремля, для ФСБ важно сделать так, что все это делает Кадыров, потом все свалить на Кадырова, то есть потом все это достанется нам, чеченцам, да, это нас коснется, скажет, чеченцы такие, террористы плохие, убийцы там, и так далее. И такие серьезные парни с таким внешним видом, вот с такими репами, которые не помещаются на фотографию, объектив камеры, да, когда я писал, наши враги имперские русские и террористы из ФСБ, мне даже лайк не ставили.
Мне даже лайк не ставили. Смелые чеченцы, которые сейчас до сих пор есть, мне угрожают некоторые до сих пор. Поэтому мы должны определить, как бы это ни было печально, пока мы не определим врага конкретно, кто этот враг, да, мы никуда не пойдем. Да, это чревато, потому что именно когда вы говорите про их преступления, когда вы их обозначаете преступника, убивают. Все, кто занимался этим делом, все погибли. Ну, там, не считая американского гражданина Дэвида Саттера, там, английского гражданина Фельштинского, ну и там иностранцев. Я тоже иностранец, кстати говоря. Я никакой не россиянин, никогда не хотел быть. Паспорт мне был насильно вручен, я вынужден был получить. Кстати говоря, мой паспорт, советский паспорт, который у меня был, мой советский паспорт был порван и выкинут. И поэтому я просто был вынужден взять этот паспорт, и поэтому у меня вот такая вот ситуация случилась. Так что вот такие вот дела. Давайте перейдем сейчас к вашим вопросам. Знаете, как да, вот сейчас уже нам сейчас будут мешать. Шуметь будут наши соседи. Так. Почитаем ваши сейчас вопросы. Так. Так. Как найти нашу кровь самая дешевая в мире, но им Адлина будет самой дорогой, да, Мула. На судном дне он говорит, как найти судный день, говорит, наша кровь будет самая дорогая. Единственная проблема, хотелось бы, чтобы это произошло не пораньше чуть-чуть. Чуть-чуть пораньше. Так. Слова. Первая вышла из совка Литва, говорит Арунас Павлус. Да, совершенно верно, первая вышла Литва. Владимир Ильич, пока в Хабаровске не будет петь Путин ла-ла-ла-ла, не поверю, что там люди раззомбировались. А сам я понял, где ты поселился на крыше, как Карлсон, который жил там же. Да, я уже на крыше. Причем на китайской крыше. Так. Ассаламу алейкум. Шун хазу шақи. Далат тубат асан отшур эрем цевешкен хумандат чуадоу дигдат бисултану хайду алейкум салам. Нет, я решил на свежем воздухе пообщаться с вами. Так, советские маразматики вляпались в афганское болото, так и РФ на те же грабли наступила в Сирии и Украине. Так. Лонвольф, нужно, чтобы сменилось несколько поколений Асан, чтобы это советское КГБшное мышление просто испарилось. В том-то и дело, для того, чтобы это КГБшное мышление испарилось, есть агенты, агентуры, их миллионы. Ну, миллион их точно. Может, не миллионы, но их миллион точно в России, как минимум. И эти люди кровно заинтересованы, чтобы это КГБ было. Не просто само КГБ. Да, мы можем узнать, кто такие КГБшники, и привлечь к ответственности. Есть эта агентура. Они знают, что они очень сильно пострадают. И, к большому сожалению, среди нашего народа они тоже есть. И та система, что вот всех надо там, как некоторые призывают, всех там убить, там, наказать и так далее, это тоже, во-первых, это противозаконно, ни в коем случае делать нельзя, с другой стороны, как-то надо делать. Я не знаю, как с ними поступать, но то, что должна быть проведена люстрация, и все люди должны быть, которые причастны, не допущены, не иметь допуск управлять там, образовательные учреждения, административные, управленческие какие-нибудь там, административные
должности они не должны занимать. Мы должны, конечно, от этого очиститься. А это большая работа. Это огромная работа. Это очень сложная работа. Но пока мы не начнем это делать, пока мы не будем к этому идти, мы уже начали, мы уже идем, у нас есть государство, у нас есть правительство, у нас нет будущего. В любой момент нас русские уничтожат, всех, до единого, кого они смогут уничтожить. Как они это сделали в 1944 году, как они делали это до этого, как они делали это вот в эти две войны. И это не какие-то пустые угрозы, это вот на наших глазах произошло. Ведь можно было договориться с нами, с Дудаевым, с Масхадовой. Нет, они не договариваются, они нас ненавидят. Они ненавидят нас. Они могли бы договориться там и с Дудаевым, и с Масхадовым. Но они не хотят договариваться, они хотят убивать. Им нужно, во-первых, им нужно нас сломить. Нужно, чтобы мы молчали, вот как мы сейчас молчим. Но ситуация меняется, в корне меняется. Ничего они не сделают. Как найти наши враги именно русские, так как именно русский фундамент того, что нас сотни лет убивает, говорит, как найти. Да, это имперские русские. Есть и нормальные русские, но в основном, конечно, русские имперцы. Слава, можете пояснить, что значит Дон выступление Кадырова? Ну, это такое слово паразит у него. Дон, Дёгон. Дёгон. Не знаю, прошу, наверное, переводится Дёгон. Он как-то сокращает. Дон. Если вы думаете, что Кадыров по-русски говорит плохо, то я могу вам сообщить, что по-чеченски он говорит так же плохо. Так, Чинхо, ассаламу алейкум, хами телефон Чохосра, валейкум салам, Чинхо Машо. Территория Марта русских знает себе излишнюю имперское шовинизм и фашизм, потому они и враги. Говорит территория Марта. Что насчет уйгур? Шред and Фред. Что насчет уйгур? Мне полностью развернуто все рассказать насчет уйгур или конкретно что интересует? Над уйгурами творит геноцид китайские власти. Что еще тебе рассказать? Мое почтение честным людям, Дима Бимба. Приветствую, Дима, рад тебя видеть. Never ever. Не Дон, а Дюгон. Примерно по-русски, ведь так же Дюгон. Ну, может, да. Или азербайджанская, да. Свобода или смерть. Вывод войск, все будет Ичкерия, да, Мола. Так, как очень сильно Ларгула. Далдинджу на Вейрватская. На канале не показывает видош. А я, кстати, сделаю видео, как вы можете посмотреть. Еще раз напоминаю, смотрите, заходите на свой канал, на своем этом смартфоне, находите на свой канал. Сейчас я вам, чтобы было видно, продемонстрирую. Вот. Заходите на свой канал. Вот, зашли на свой канал. Вот здесь вверху, в правом верхнем углу, вот здесь, нажимаете свой значок, нажали. Открывается вот аккаунт такой. На этом аккаунте вы в самый низ уходите. Я вам это все потом отдельно видео сделаю, покажу. Вот так. Это надо, чтобы мне отсюда снимали, все это делать. Я вам покажу. Вот, еще раз. Нажимаете вот эту верхнюю, вот видите, в самый низ уходите, настройки. Нажимаете настройки, опять нажимаете общее, вы зашли в настройки, и в самом верху, вот здесь общее, нажимаете общее, перематываете, и вот вы видите, здесь местоположение, указываете местоположение, все, нажимаете это местоположение и меняете на любую страну, кроме России, все, и вы сможете смотреть мой канал спокойно. К большому счастью нашему, у этих ГБшных фашистов, террористов не так много возможностей контролировать все и вся. Так что вот так вот надо будет сделать.
Так. Hasan на канале пока Хамзар говорит: ассаламу алейкум, ва алейкум салам, Хамзар Машуаль, Мохсим Черкадыров пригласил Нобеля погасить у него и поесть шашлык-машлык. Афганистане, Есения, Юрий, так. Шрам, настройка, изменение местоположения на другое, кроме РФ. Почему я, Чеченская республика, почему я не могу зайти на канал? Говорят, типа аккаунт удален. Чеченская республика, вот как раз только что объяснял, на территории фашистской России наш канал запрещен. Кстати говоря, это говорит о том, кстати, до того, как запретили канал, они мне написали, и у меня полностью убрана монетизация. Монетизация, это значит, вы не видите рекламы, это для вас хорошо. Я не зарабатываю ничего. Это, в принципе, небольшие деньги были, которые я зарабатывал на этом канале. И важно то, что когда нет монетизации, канал не участвует там, ну, как-то в рейтинге не поднимается, да, потому что рекламодатель не платит денег, и YouTube этот канал не двигает. Поэтому все, раз вы не смотрели рекламу, вы сами должны двигать наш канал и развивать его. Поэтому вот такие вот дела. Поэтому его не... А потом мой канал запретили уже официально, они долго делали вид, что я как бы не свой, меня что-то обвиняют, что я тут ФСБшник, что я тут враг чеченского народа и так далее, и так далее. Только почему-то немецкие миграционные службы сразу дают мне позитив. Меня здесь стерегут, скажем так. И ни в коем случае они бы, если бы заподозрили, что я являюсь сотрудником. Вот кому не дают, вот эти люди являются очень подозрительными личностями. Не все, конечно, далеко не все, но являются. Так. И они долго делали вид, что меня не замечают, но душа поэта не выдержала, и Роскомнадзор, фашистская организация Роскомнадзор запретила мой канал на территории фашистской России, чем я безмерно рад. Так, Владимир Рабинович, есть Джохар Дудаев с прекрасной речью, есть Рамзан Кадыров с Дон. Так. Тихий Тихон, а сзади на крыше киллер с молотком. Во-первых, я вижу то, что сзади. А во-вторых, знаете, если это такой же киллер, который обычно с молотками ходит там по другим блогерам, это просто позор. Ну можно было нож хотя бы дать, елки-палки, не говоря уже. С таким дистрофаном. Так, академик просит наградить его Нобелевской премией за уничтожение террориста. Ченхо говорит. Да. Наградим, Кадыров. Мы тебя наградим, не волнуйся. Тебя наградим. На всю историю мы весь твой род наградим. Большим и известным именем. Предатель. Ты уже награжден, не волнуйся. Так, привет из Украины, эксперт по всем вопросам. О, интересно. Привет из Украины. Расскажите как-нибудь о докторе Умаре. С ним было очень мало интервью. Привет, Украина. Да, как-нибудь расскажу обязательно. Адам Грузинский. Асан, в том твоем эфире, где пропагандисты РФ обвиняют бойцов армии ЧР, заместите, что за последние годы РФ-чане не делал такие передачи. Но сейчас подняли эту тему и защищают Путина. Да, я знаю об этом, мне уже об этом говорили, и я просто сейчас не имею условий делать, чтобы вам показывать, демонстрировать, это же должно быть наглядно. Если я вам что-то рассказываю, это должно быть не голословное утверждение, потому что голословное утверждение мы не делаем. Мы всегда приводим доказательства своим словам. И мы обязательно, я вам покажу один фильмец одного недоблогера, у которого там 300 тысяч подписчиков, там, по-моему, больше даже 300 тысяч, который рассказывает, как чеченская компания, как они там боролись там, и так далее. Мы все это будем разоблачать. И мы все это должны делать. Мы все это должны делать, и вы должны помогать в этом. Вы просто обязаны это делать. Не обязаны, шучу. Кто хочет, тот делает. Это делаем, мы делаем ради
ради нашего Господа Бога, ради справедливости, ради нашего народа, ради правды, которую мы не оставим. Вот так оболгав нас, мы не оставим это. Никогда, похоронив 300 тысяч и замолчав, это не наш случай. Аслан Керим, если договорились, они договорились бы в 99 году, когда Масхада махал с договором, который подписан Ельцин Масхад. Давайте создадим антитеррористический центр и будем вместе бороться с террором. Да, Асан, абсолютно я с тобой согласен, конечно, ты прав. Они с нами подписали договор, Масхаду можно было абсолютно спокойно договариваться, но они предпочли с нами не договариваться. Потому что они нас ненавидят, им не нужны думающие, свободные люди, не нужны, им нужны послушные рабы. КГБ должно контролировать, или если оно не может контролировать, оно это уничтожает. Как найти, Кадыркин честь своего народа поставил на один уровень с честью всего народа. Если оскорбили его и родных, то это якобы честь всего народа, но сам в то же время лишает чести любого чеченца. Кадыров, его, все его действие, все, что направлено на Кадырова, и если там кто-то будет обижать Кадырова в пределах разумного, это пошатнет власть внутри оккупированной Чеченской Республики. Многие этого хотели бы, да, мы тоже этого хотели бы, но мы не хотели бы, чтобы эта власть, например, от Кадырова перешла бы к Имадаеву, или чтобы она перешла к Абди Алаудинову, или там еще каким-нибудь, да, мерзавцам. Мы не боремся за улучшение условий содержания в тюрьме. Мы боремся за полное освобождение невиновных наций нашего народа. Поэтому это для нас очень важно. Вот эти акценты, они очень важны. Это вроде бы, ну какая разница, да, свергнут Кадырова, накажут его за преступление. Это же хорошо. Конечно, хорошо. Но нам же важно, 300 тысяч убил не Кадыров же наших людей, правильно? Кадыров убил десятки тысяч, может быть. 10 тысяч убил, может быть. При его там участии. В основном-то всех наших женщин, детей и женщин Кадырова там очень мало убили, да? Это все делали русские. Вы же видели видеосъемки, как всю семью, ребенка, кроватки. Это заходили, убивали, стреляли, не просто бомбы сбрасывали. Это делали русские имперцы, русские фашисты, русские оккупанты это делали. И мы не можем все это перевалить на одного Кадырова и сказать, все, Кадыров виноват. Нет. Кадыров виноват за то, что виноват. А за остальное виноваты Россия, КГБ, ФСБ виноваты, ГРУ, военные виноваты, русские имперцы и фашисты виноваты. Так, вот почему твой канал открыт у меня. Я же давно сменил страну, говорит, Синкульта. Правильно сделал, что сменил, ее надо давно менять. Туркпал Айбулатов, Ахмад Псина, Аллаху Акбар. Да, согласен, Ахмад Псина. Сегодня Кадыров заявил, что он достоин Нобелевской премии. Образование какое у вас, Герхер, говорит Андреас Т. Ну, это не имеет значения, да, найти ничего. Как найти Турпал? Если по-вашему, Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Путь ведь Асан. Этот молоток на музей надо положить. Как ты думаешь? Я не хочу просто эту тему обсуждать. Так. Кто добровольно и осознанно говорит Ахмад сила, но так желаю быть вам в одной компании в день суда и далее. Амин. Пусть вечные
Путь вечного, алейкум. Все теперь показывает канал. Огромное спасибо, говорит Умар. Вы, Умар, не пиши здесь, вы же выдаете себя, что вы находитесь в фашистской России. Не выдавайте себя. Окей, Зен, сам приезжай в Америку. Окей, Зен, я обязательно в ближайшее время собираюсь прибыть к вам в Америку. Не знаю, в какой стране вы живете, в каком городе вы живете, но я в Америке в ближайшее время окажусь. Иншаллах. Видео Каца насчет первой чеченской войны. Говорит, первой русской чеченской войны, наверное, так сказать. Фред, Шред и Фред. Нет, ну, может и видел, не знаю просто о чем мы. Вы очень хорошо говорите по-русски, говорит Дмитрий Гейтс. Да? Да ты что? Нет, я плохо говорю. Спасибо. Владимир Владимирович, Кац это провокатор. Это существо жило в Израиле. У нас есть общий знакомый. Кац Нарик конченый. Так, я не знаю, о ком вы говорите тогда. Я думал... Нет, я, короче говоря, не знаю, о ком вы говорите. Хорошо, они перевели на Кадырова повестку, говорит, Харит Гедлут. Да, они так и пытаются сделать, перевести на Кадырова. Но мы этого не дадим. Наши же видео уже остались, понимаете? Вот в чем хорошо в этого интернета. Его можно всегда найти, это не как по телевизору вам показали, и через год вы уже не знаете, что там показывали, и там кому-то доказываете. Ну, это всего лишь слова ваши. А здесь раз ссылочку, вот посмотри. И мы будем продолжать. Так. Альберт Аслан, твои стримы про взрывы домов я скидываю на другие интернет-каналы. Это отличная работа, Альберт Мирон. Это очень важно. Очень важно теперь это перевести на английский, французский и немецкий языки. Кто-то, если владеет хорошо английским, французским, немецким языками, пожалуйста, выйдите со мной на связь. Вы просто можете сами взять эти видео. Титры это хорошо, конечно. Титры тоже нужны. Но было бы хорошо, если бы вы озвучили эти. Потому что многим это не очень интересно просто читать. Это очень важно. Это та работа, которую я буду делать. Мне нужна ваша помощь. Я готов платить за это. Я буду платить, кто готов вот это переводить, озвучивать. Я готов за это платить. В случае, если я не успею это сделать, вы обязательно должны перевести как можно больше, ну, все вот эти мои видео, которые есть, переведите на английский, французский и немецкий. Очень нужно. Так, Альберт Мирон, спасибо. И вам всем, я вас всех прошу, распространяйте вот это, особенно связанные со взрывом домов. Пускай все увидят эти видео, пускай все поймут, что не чеченцы убивали русских, что мы не нападали на Россию, что нас оболгали и устроили нам геноцид. Так, Адам Грузинский, давай сейчас, я не говори ничего, я тебе наберу, и мы с тобой сегодня поговорим. Так. Адам Грузинский, Айбулатов, говорит, который там Кадырова поддерживает. Айбулатов, Хайнова Грозня, Етапали, Тюэлон. Вот, короче говоря. Айбулатов, тебя рассекретили. Ионова, нужно больше делать видео о второй русско-чеченской войне, из злодеяния со стороны оккупационных сил России, чтобы народ знал, кто они, какие сотворили. Ионова, предлагаешь, действуй. У нас такая здесь практика. Сказал, все, делай, делаешь. Так. Ибрагим Алганов. Такое впечатление складывается, что более или менее свободный народ в Дальнем Востоке России. Между прочим, это в какой-то степени это правда. Знаешь почему? Потому что всех свободных людей они отправляли туда в ссылку, в тюрьмы, они выходили из тюрьмы и там оставались.
там жены за ними вслед ехали. И эти люди на самом деле на той стороне, той части России, они более свободные, более такие с принципами, со взглядами, более устойчивые. Я одессит из Латвии, но в голове вашей туман и немцы, говорит Андрей Эсте. Так, не знаю, о ком вы, Андрей Эсте. Пусть Аслан, жаль, что у тебя нету 300 подписчиков. Да? 300 тысяч, да? Но будут, будут, будут. Так. Так, я вот этого юзера заблокирую с именем убийцы Гитлера. Здесь нам такие не нужны. Мы осуждаем любую диктатуру, любой фашизм, терроризм, убийство. И ты занимаешься провокацией с таким ником. Ты не можешь, будучи чеченцем, так поступать. Просто не имеешь права на это. Так, ногти, которые дома говорите своим детям о войнах, о зачистках, о злодеяниях русских по отношению к нашему народу, но чтобы они не обсуждали среди друзей, могут быть стукачи. В том-то и дело, как найти, в этом есть большая проблема, потому что потому что именно в школе выявляют, что думают дома дети. И директора школ чаще всего являются стукачами. Понимаете? Поэтому это очень сложно, находясь в оккупации, детям что-то объяснять. Ребенок обязательно где-то там скажет, где-то заступится, и у родителей могут быть проблемы. Лайк поставить за 5 секунд, если ты свободолюбивый человек. Так, я поверхностно знаком с этим основом. У вас есть люди, как Хусейн Исхан, которые своими глазами видели, на себе почувствовали все добродушие с русского мира. Так, есть Хусейн, есть много у нас, кто тут есть. В принципе, так, тогда. Так. Может и свободные на Дальнем Востоке, но они ровно такие же имперцы, шовинисты, как и остальные русские, говорят, как найти. Ну, это же все относительно. Так-то и в Москве есть и абсолютно свободные, и не имперцы, и не фашисты люди. И я лично знал таких людей. Облику морали. Всем привет с Байкала. Привет, Байкал. О чем речь? Обо всем. По КГБшно-фашистском терроризме у нас речь сегодня была. Как Дудаев говорил, курятник зла – это Кремль. Да, Ибрагим Алханов, совершенно верно. Трезвый атеист. Как относится к осетинам? Отлично отношусь. Осетины такие же кавказцы, как и мы, и нам с ними сосуществовать, поэтому за преступления, совершенные в пригородном районе, конечно, виновные должны быть обозначены. Это, конечно, в первую очередь Россия, но принимали участие осетины. К осетинам никаких вообще, как к народу, претензий, проблем нет. У меня лично. И не может быть по определению. Так, мистер Тирал, 2009. Дебик Дойль ваша тейпан милуха лайрамс. Наш хоукса тейпан. Моцарюшта, мазар хоукса, наш хоукса. Аргун Басентинов. Ассаламу алейкум, салам, Аргун. Дауд Давлетов. Я из Тейпа Чиной и никого не блокировал. Говорить о злодеяниях не малышам, так, а детям, кому за 13-15 лет.
Ну, это тоже верно. Ну и 13-15 еще опаснее. Они же не могут в себе держать. Особенно, знаете, в 15 лет, в 16-17 лет. Я думал, я бессмертный. Правда. Я, правда, и сейчас так думаю. Так. В Казахстане жил среди русских граждан полно шойков. Так. Так. Господа, я сегодня сделал короткий стрим, вы меня извините, просто я хотел выйти в эфир, поздороваться с вами, потому что я уже начинаю скучать, когда долго с вами не общаюсь. Поэтому я буквально через 5 минут закончу, хорошо? Так, Лон Вольф, в Казахстане, где я жил, среди русских граждан полно шойка, откровенных нацик, подраженков всем не русским. Да, это такое есть. В Казахстане, я как раз вчера об этом слышал, мне с Казахстана рассказывали, что там любят они сдалека Россию любить. Нормальные русские не имперцы, не шовинисты, это 2% русских. Да, я тоже так считаю. Аслан, конкретно какой вывод можно сделать про Хаваш? Что можно ожидать? Ожидать, в принципе, ничего конкретного такого, что вот, изменения произойдут, нет. Нет, этого не будет. И есть большая вероятность, что в Москве можно будет это все повторить. Но на Хабаровск я лично, да, я не специалист, конечно, я лично считаю, что Хабаровск так походит и успокоится. Будут герои. Выходили. Лоновод, как ты относишься к Муцераеву, где он сейчас может быть? К Муцераеву я отношусь хорошо, это хороший певец, бард. Я так понимаю, воин бывший, ну я не знаю, сейчас не буду говорить, не знаю, где он может быть. А в Грузии что делали? Волга Санадзе. Не знаю, о чем речь. Так, друзья, я на этом закончу свой стрим. Извините, что коротко сегодня. На этом мы закончим. С вашего позволения, ваш стрим. Амзат, тоже рад видеть тебя каждый день. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Все будет Ичкерия. Не забывайте о моей просьбе, что нужно перевести мне все эти ролики про взрывы на английский, французский, немецкий. И я готов оплатить. Пожалуйста, именно озвучить. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум.